Since this is our last time together, Так как это наше последнее собрание, Ruth and I want to say thank you to all of you. мы хотим с моей супругой поблагодарить всех вас. This is the first time we've ever been in Kazakhstan, Это наш первый приезд в Казахстан, and you have wonderfully welcomed us. и вы так тепло приветствовали нас. You have received us with real love and hospitality, Вы приняли нас с действительно теплым гостеприимством и любовью. and we shall always remember this Мы никогда не забудем наш приезд сюда, in Phuket Hind, Kazakhstan. наш приезд в Казахстан. I want to thank you for praying for me personally. Я хочу поблагодарить всех тех, кто молился за меня лично. The Lord has come to my help, Господь пришел мне на помощь, and I can speak somewhat. и я могу еще говорить. Please keep praying. Пожалуйста, продолжайте молиться. May God bless you. И пусть Бог благословит вас. We really love you. Мы действительно очень любим вас. It's been wonderful to be with you. И было так здорово проводить время с So вами. on praying for Kazakhstan, not И really. мы будем продолжать молиться за Казахстан после нашего отъезда отсюда. So thank you for a wonderful time. Поэтому спасибо за то прекрасное время, которое вы нам дали. And we look forward to seeing you all in heaven. И мы будем ждать встречи с вами на небе. Now, we're going to make a proclamation tonight, И сегодня мы будем провозглашать, but it'll be a little bit different. но мы сделаем это немножко по-иному. Have you seen my book, Prayers and Proclamations? Is that in Russian? What's it praying? Prayers and Proclamations. Вы видели, переведена, я не знаю, переведена ли была моя книга «Молитва и провозглашение». Вы читали? No, it's not in Russian. Oh, well, I hope it will be. Надеюсь, все-таки переведут. But we are going to make a proclamation that combines probably 10 or more passages of Scripture. Но мы сейчас совершим провозглашение, которое будет включать в себя ссылки на более чем 10 мест Писания. And I asked about the book because it's in the book. И я спросил, почему я спросил о том, переведена ли книга на русский язык, потому что это провозглашение содержится в этой книге. The first time I'll just say it in English and the interpreter will translate. И сначала я просто скажу это по-английски, и переводчик переведет на русский. And then we'll allow you all to say it together, phrase by phrase. И потом по частям мы все вместе это скажем заново, еще раз. My body is a temple for the Holy Spirit, Мое тело есть храм Духа Святого, redeemed, cleansed, and sanctified. искупленное, очищенное Sanctified и освященное by the blood of Jesus. кровью Иисуса. My members, the parts of my body, И части моего тела are instruments of righteousness, есть орудие праведности, yielded to God подчиненные Богу for His service для Его служения and for His glory. и для Его славы. The devil has no place in me, Дьявол не имеет части во мне no power over me, и никакой власти надо мною, no unsettled claims against me. и никаких прав на меня. All has been settled by the blood of Jesus. И все устроено кровью Иисуса. I overcome Satan И я побеждаю дьявола by the blood of the Lamb через кровь Агнца and by the word of my testimony, и словом моего свидетельства. and I do not love my life to the death. И я не буду любить своей жизни до смерти. All right, now we'll say it again in English. И давайте You теперь... say it with the interpreter in Russian. И теперь мы снова сделаем то же самое, и весь зал может повторять за переводчиком по-русски. My body is a temple Мое тело и есть храм for the Holy Spirit. Духа Святого. My members, parts of my body, И члены моего тела are instruments of righteousness, есть орудие праведности, yielded to God подчиненные Богу, for His service для служения Ему and for His glory. и для славы Его. The devil has no place in me, Дьявол не имеет части во мне no power over me, и не имеет власти надо мной, no unsettled claims against me. и никаких прав на мою жизнь. All has been settled by the blood of Jesus. Потому что Иисус устрояет мою жизнь. I overcome Satan И я побеждаю дьявола by the blood of the Lamb кровью Агнца and by the word of my testimony. и словом моего свидетельства. And I do not love my life to the death. И я не возлюбил свою жизнь до смерти.
I think we should do it once more. Я думаю, мы еще раз должны это сделать. Now, really mean what you're saying. Ты действительно должен от всего сердца говорить эти слова. My body is a temple Мое тело есть храм for the Holy Spirit, Духа Святого, redeemed, cleansed, and sanctified. очищенное, искупленное и освященное By the blood of Jesus. через кровь Иисуса. My members, the parts of my body, И члены моего тела are instruments of righteousness, есть орудия праведности, yielded to God подчиненные Богу, for His service and for His glory. для служения Ему и во славу Ему. The devil has no place in me, Дьявол не имеет части во мне no power over me, и не имеет власти надо мной, no unsettled claims against me. и никаких прав на мою жизнь, All has been settled ибо вся моя жизнь by the blood of Jesus. искуплена через кровь Иисуса. I overcome Satan И я побеждаю дьявола by the blood of the Lamb кровью Агнца and by the word of my testimony, и словом моего свидетельства. and I do not love my life to the death. И я не возлюбил свою жизнь до смерти. Amen. Аминь. Now, I've been asked to now announce a book that is available. И меня попросили сообщить вам о том, что в продаже доступна теперь вам книга. Look up or not. All right? Правильно? So it's by a man called Derek Prince, И написал эту книгу Дерек Принц. and it's available somewhere. И вы можете ее приобрести. Now, this morning, we began to deal with spiritual warfare in the heavenlies. Сегодня утром мы начали говорить о духовной брани в Поднебесье. But we only got halfway through the outline. Но мы не закончили до конца, а только половину успели. And I feel this is the particular message for this conference. Но я чувствую, что это особенное послание, которое мы должны закончить и сообщить об этом делегатам конференции. For the body of Christ at this time in Central Asia. Особенное послание от Бога для тела Христова в Центральной Азии. So I'm going to quickly go over the material I covered this morning, И поэтому мы быстренько повторим тот материал, о котором я говорил сегодня утром. and then go on in the new material. И потом перейдем к той части, о которой мы еще не говорили. We began in Ephesians chapter 6, verse 12, И мы начали с послания Ефесянам 6 главы 12 стиха. and I gave you the Prince version. И я отдал тебе мою собственную интерпретацию, перевод Дерека Принца. People sometimes ask me if it's in print. The answer is no. И иногда люди спрашивают меня, печатался ли мой перевод Библии, и я отвечаю нет. But this is my way of translating it. Но я вот так вот интерпретирую этот стих и перевожу его. Our wrestling match is not against persons with bodies. Наша битва не происходит против людей, против личностей с телами, but against rulerships and authorities, то есть против личностей, которые имеют тело, но против властителей и правителей, against the rulers of this present darkness, против властителей существующей тьмы, and against armies of wickedness и против армий нечестия in the heavenly places. в Поднебесье. And I pointed out that the New Testament reveals there are three heavens. И я уже говорил о том, что в Новом Завете говорится о три неба существует. The third heaven is the heaven of God's dwelling. И третье небо — это место обитания Бога. I think the first heaven is probably the visible heaven. И я думаю, что первое небо — это, скорее всего, видимое небо, которое мы можем And видеть нашими between them глазами. is a second heaven, Но между этими, между первым и третьим, находится второе. which is where Satan has established his kingdom. То небо, в котором дьявол установил свое царство. Many Christians talk as if Satan were in hell. А многие христиане говорят так, будто дьявол находится и обитает в аду. My comment is this. Я так прокомментирую такие It заявления. would be nice if it were true, but it isn't true. Было бы здорово, если бы он действительно обитал в аду, но, к сожалению, это пока не так. Satan rules a very powerful kingdom in the heavens. Дьявол стоит во главе очень мощного царства в Поднебесье. And the aim of that kingdom is to bring the human race under the dominion of Satan. И целью этого царства, цель, которая стоит перед этим царством, ввести все человечество под власть дьявола. And Jesus spoke about a strong man over a situation. И Иисус говорил о сильном
над всякой ситуацией. I believe he was referring to Satan's kingdom. Я верю, что при этом, когда он говорил об этом, он этим самым говорил о дьявольском царстве. And I believe Satan places a strong man over every significant human association. И я верю, что дьявол назначает сильного своего поставленника над каждой группой или ассоциацией людей, более-менее значительной. Over a family. Например, над семьей. And some of you need to discover who is the strong man over your family. И многие из вас должны узнать, кто является этим дьявольским поставленником над вашей семьей. Over a church. И он также ставит над церковью, Over a city. над городом Over a nation. и над страной. And over every religious group. И над всякой религиозной группой. Then we looked at Daniel's prayer in chapter 9 of Daniel. И в 9 главе Chapter 10. И в 10 главе книги Даниила мы рассмотрели с вами молитву Даниила. And we saw that Daniel was fasting for 21 days. И мы увидели, что Даниил постился 21 день. And Daniel's prayer set heaven in motion. И молитва Даниила начала двигать что-то на небе. It's very important to see this. Очень важно это понимать. Action didn't begin in heaven. Когда что действия, изменения не начали происходить на небе. It began with Daniel on earth. Они начались по причине того, что Даниил начал молиться. And Daniel's prayer set heaven in action. И молитвы Даниила завели что-то, начали заставить вещи происходить на небе. That gives us a new idea of how important our prayers can И be. это говорит нам еще одно подтверждение тому, насколько важны наши молитвы. In response to Daniel's prayer, И в ответ на молитвы Даниила God sent an angel with the answer. Бог послал ангела с ответом. But it took the angel 21 days to get there. Но ангелу потребовалось 21 день, чтобы добраться до Даниила. Because on the way from heaven to earth, Потому что по пути с неба на землю he was resisted by satanic angels. дьявольский ангел дьявола мешал ему и противостоял ему. And the particular angel referred to is the prince of Persia. И имя этому дьявольскому ангелу принц Персии, князь Персии. There was one satanic angel ruling Persia for Satan. То есть, таким образом, дьявольский поставленник или ангел над Персией управлял этой страной для дьявола. And we need to ask, is the same angel still ruling Persia today? И может возникнуть вопрос, правит ли тот же самый поставленник дьявола, этот персидский князь над Персией сегодня? Then the angel said, when he went back again to heaven, И ангел сказал, что когда он отправился назад на небо, he would meet with another satanic angel. когда он отправится на небо, он снова встретится еще с одним дьявольским поставленником. The prince of Greece. И это есть князь Греции. So there was a satanic angel over Greece. Итак, над Грецией тоже есть дьявольский ангел. And we have to ask, is the same angel still over Greece today? И мы можем спросить, правит ли тот же самый ангел дьявола над Грецией сегодня? But you see that the main warfare was not on earth. Но, видишь, настоящая духовная брань не проходила на земле. It was in the heavenlies. Эта брань и война происходила в Поднебесье. And the prayers of God's people have a vital influence in what happens in the heavenlies. И молитвы Божьего народа имеют решающее значение для исхода этого сражения. In fact, I believe, Больше того, я верю в то, until we learn how to intervene in the heavenlies, что пока мы не научимся участвовать и вмешиваться в события, которые происходят в духовном мире, в Поднебесье, we will not accomplish God's purpose for us. мы не сможем исполнять волю Божью для своей жизни. No, in 2 Corinthians chapter 10, И во втором послании к Коринфянам, 10 главе, Paul tells us that God has given us spiritual weapons for spiritual warfare. Павел говорит, что Бог дал нам духовные оружия для духовной брани. So we need to learn what are our weapons И поэтому мы должны научиться о том, что же это за оружие, and how to use them. и о том, как пользоваться ими. And Paul says that with these weapons, we can cast down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. И Павел говорит, что используя это оружие, мы можем не спровергать всякое возвышение над познанием Божьим. And I personally believe the supreme high thing that exalts itself against the knowledge of God is Satan's kingdom in the heavenlies. Всякое превозношение. Я верю, что наивысшая личность, которая превозносится над познанием Бога, это и есть дьявол. And the climax of our spiritual warfare will be to bring that kingdom down from the heavenlies. И кульминацией нашей духовной брани
будет низвержение дьявола с поднебесья. And if we get far enough, I'll show you what I believe the Bible says about that. А если мы достаточно далеко зайдем, я расскажу тебе о том, что по этому поводу говорит Библия. And then in Ephesians chapter 6, И в 6 главе Ефесянам we looked at the main weapons of defense which God has given us. мы рассмотрели основные оружия защиты, которые Бог дал нам. And this is very important, И очень важно because if you don't know how to use your weapons of defense, знать об этом все оружие, ибо если ты не умеешь пользоваться своим оружием защиты, and you go into this war, и ты вступишь в эту брань, you'll come back wounded. тогда ты вернешься раненым. It's essential that we learn to use these weapons. Просто необходимо нам научиться пользоваться этими оружием. There are 5 main weapons that are primary for defense. И здесь приведены 5 основных видов вооружений, или 5 разных видов оружия, которые используются для обороны. Number 1, the belt of truth. Прежде всего, это пояс истины. Number 2, the breastplate of righteousness, Второе, это броня праведности, which should protect our heart. которая должна защищать наше сердце. Number 3, the shoes of preparation of the gospel of peace. Третье, это ноги в готовность благовествовать, это обувь на ноги в готовность благовествовать мир. Number 4, the shield of faith. Четвертое, это щит веры. And number 5, the helmet of salvation, И пятое, это шлем спасения, which should protect our mind. который должен защищать и оборонять наш разум. All those are weapons for equipment of И defense. все перечисленное является снаряжением для обороны. We cannot use them for attack. Мы не можем использовать это снаряжение для нападения. But the 6th weapon is both for defense and attack. Но шестое оружие, о котором здесь говорится, может использоваться как для обороны, так и для нападения. It is the sword of the Holy Spirit, Это есть меч Духа Святого, which is the Word of God. который есть Слово Божье. And the Greek word translated word И греческое слово, которое здесь переводится «слово», means a word that is spoken. означает сказанное, произнесенное слово. So the sword is only effective when we speak word. То есть этот меч будет, ты сможешь эффективно пользоваться этим мечом, если ты будешь исповедовать, говорить слова. You can have the Bible on your bookshelf, Может быть, у тебя дома Библия лежит на полке, but that doesn't frighten Satan. но тогда это никак не пугает дьявола. Jesus is our pattern. Иисус является нашим примером. When Satan tempted him in the wilderness, Когда дьявол искушал его в пустыне, he used only one weapon. Иисус оборонялся только одним оружием. 3 times he quoted the scripture. 3 раза он цитировал Писание. He said, "It is written, it is written, it is written." Он отвечал на эти атаки. Написано, написано, написано. And the devil has no answer for the scripture. И дьявол не мог, у него не было чем ответить. And we need that weapon just as much as Jesus did. И мы нуждаемся в этом оружии так же, как в нем нуждался Иисус. Now, I pointed out that when you have these 6 weapons, Я уже сказал, что когда ты имеешь в своем распоряжении эти 6 you видов are оружия, completely protected from the crown of your head to the soles of your ты feet, полностью защищен от головы до пят, except for one part. кроме одной части. You remember what that was? Помнишь, что это было? The back. That's right. The back. Спина. You cannot afford to turn your back on the devil. Ты не можешь позволить себе такую роскошь, как обернуться спиной к дьяволу. I think there's a further truth about that. И я думаю, что здесь еще более глубокая истина содержится. Ancient armies fought in what were called phalanxes. Древние армии сражались с такими объединениями, называемыми фалангами. And they stood side by side in a specific order. И они выстраивались и стояли друг рядом с другом в определенном порядке. And each one had to protect his fellow soldiers' back. И при этом расположении каждый следующий воин должен был защищать спину впереди идущего. And we have to learn to do that. И нам нужно научиться так же To делать, protect the back of our fellow believers. чтобы защищать спину, защищать тыл наших верующих, собратьев. Unfortunately, the church has not really learned this yet. Но, к сожалению, церковь еще этому не научилась. And many believers get wounded in the back, И очень многие верующие получают раны и удары со спины, not by the forces of Satan, но не силами от силы дьявола. but by their fellow believers Но эти удары приходят от who их speak собратьев, against them in the back. которые говорят за их спиной что-то плохое. That is something we all need to repent of. А в этом нам нужно всем покаяться. We don't need to give the devil any help. Нам не нужно помогать дьяволу, He doesn't need it. потому что он просто не нуждается. All right, now I want to go on to the weapons of attack. Сейчас я хочу продолжать и рассказать вам о оружии нападения. And you'll notice, in a way, there's one given in Ephesians 6. И ты сразу можешь заметить, как об этом оружии нападения говорится в 6 главе Ефесянам. In the end of that list, В самом конце списка, in verse 18, в 18 стихе, it says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit.
Здесь говорится, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. That is a tremendous weapon of attack. Это есть невероятно мощное оружие нападения. Now I want to go a little further with these weapons of attack. Я хочу продолжить, еще дальше пойти, рассказывая вам об оружии нападения. I believe God has given us three main weapons. Я верю, что Бог дал нам три основных оружия. We've already looked at the first one, Мы уже рассмотрели первое. the sword of the Holy Spirit, which is the spoken word of God. Меч Духа Святого, который есть произнесенное, сказанное Слово Божье. The second one is the name of Jesus. Второе – это имя Иисуса. And we are familiar with the scripture that says, God has exalted the name of Jesus above every other name. И мы все с вами знаем место Писания, где говорится, что Бог превознес имя Иисуса над всяким именем. That at the name of Jesus every knee should bow. И что перед именем Иисуса склонится всякое And колено. every tongue should confess that Jesus Christ is И Lord. всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. So the name of Jesus is a weapon over all the power of enemy. Таким образом, имя Иисуса является оружием, имеет власть над всякой властью врага. And the third weapon is the blood of И Jesus. третье оружие, данное нам Богом, это кровь Иисуса. And in the confession that Ruth and I made at the beginning, И в том исповедании, которое мы с Руфью провозгласили в начале, we quoted Revelation 12 verse 11. мы процитировали из книги Откровений 12 главы 11 стих, The believers overcame Satan by the blood of the Lamb. где говорится, что верующие победили дьявола или лукавого кровью Агнца. I have said this and I believe it is literally true. Я уже сказал это, и что я верю в это буквально. There is more power in one drop of the blood of Jesus Что в одной капле крови Иисуса больше силы, than in the whole kingdom of Satan. чем во всем царстве дьявола. It's not a question of quantity, И это не вопрос объема, it's a question of quality. не вопрос количества, а There вопрос is a качества. power in the blood of Jesus which has no parallel in Satan's kingdom. Потому что кровь Иисуса Христа, с силой, которая содержится в крови Иисуса Христа, не может сравниться никакая сила, которая содержится и имеется у дьявола. Most of us need to use the blood of Jesus much more than we do. Большинство из нас нуждается в том, чтобы еще больше использовать силу, которая есть в крови Иисуса, больше, чем вы используете сейчас. Now, in the natural realm, when you have a weapon, И в естественном физическом мире, если у тебя есть оружие, often you need a way to launch the weapon. очень часто ты должен уметь пользоваться этим оружием. For instance, if you have an arrow, you need a bow to shoot it. Например, то есть какие-то виды оружия, которые тебе нужно запустить. Например, стрела. Ты натягиваешь лук и вылетает стрела. Or if you have a bullet, you need a gun to fire it. И если у тебя твое оружие это пуля, то ты нуждаешься в пистолете, чтобы выстрелить этой пулей. Or if you have a bomb, you need an airplane to drop it. И если у тебя есть бомба, ты нуждаешься в самолете, чтобы сбросить эту бомбу с I самолета. believe the same is true in the spiritual realm. Я верю, что тоже относится и к духовному God has миру. given us these weapons, Бог дал нам оружие, but we need to know how to launch them, но мы должны знать, как использовать их, как их запускать, how to send them against the enemy. как выпускать это оружие против дьявола. And I want to suggest to you four main ways of launching these weapons. Я хочу предложить тебе 4 основных способа, через которые ты можешь пользоваться оружием. These are not necessarily the only ways, Я не говорю, что это единственные способы, but I think they are the four main ways. но я считаю, что это 4 основных способа. You see, you can have a bullet, У тебя может быть патрон, but if you don't have a gun, но если у тебя нет пистолета, and you don't know how to use the и gun, не умеешь пользоваться the пистолетом, bullet won't do you much good. тогда тебе никакого толку от этой So пули. it's not enough to have these weapons. Поэтому недостаточно просто иметь We оружие. have to know how to launch them. Мы должны знать, как запускать эти So these стрелы и are пули. four simple ways. Итак, вот эти 4 основных простых способа. Number one, prayer. Номер 1 – молитва. And I want to take an example from Acts chapter 4. Я хочу предоставить твоему вниманию пример из 4 главы Деяний апостолов. In this situation, the apostles had been forbidden to preach in the name of Jesus. В этой ситуации говорится о том, как апостолам запретили проповедовать имя Иисуса. The enemies of the gospel understood that the power was in the name of Jesus. И враги Евангелия понимали, что сила содержится в имени Иисуса. And they said to the apostles, from now on, don't use the name of Jesus. И они сказали апостолам: с сегодняшнего дня мы запрещаем вам говорить об этом имени. But the apostles came together Но апостолы собрались, and they prayed. и они молились. They launched their weapon with prayer. Они запустили свои пули через молитву. And we read in Acts chapter 4, И мы читаем об этом в 4 главе Деяний апостолов, beginning at verse 24. с 24 стиха. They raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them.
Они же, выслушавшие, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». And then in verse 29 they went on like this. И в 29 стихе они продолжают: Now, Lord, look on their threats, and grant to your servants with all boldness they may speak your word. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на сотворение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Now that is a very powerful prayer, И это очень мощная молитва. and it's a pattern for us. И это пример для нас. It was used by the apostles. Этой молитвой молились апостолы. It's quoted in Scripture, И эта молитва приведена в Писании. and the results were dramatic. И результаты были очень драматичными. Because in the next verse it says this, Потому что в следующем стихе говорится следующее: when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, and they were all filled with the Holy Spirit, и исполнились все Духа Святого, and they spoke the word of God with boldness. и говорили Слово Божье с дерзновением». So God answered that prayer supernaturally. Итак, Бог сверхъестественным образом дал ответ на эту молитву. Have you ever been in a place that was shaken by the power of God? Ты когда-нибудь был в месте, которое тряслось от силы Божьей? I was once. Однажды я был в таком месте. I was in a car Я ехал в машине, in a compound of a hospital in Egypt. и In the compound of a hospital in Egypt, a yard of a hospital. я находился во дворе одного госпиталя в Египте. A very strange lady from Cairo had come to pray for me. И одна очень странная женщина из Каира приехала, чтобы помолиться за меня. She was a brigadier in the Salvation Army Она имела должность бригадира в армии спасения, and well over 70 years of age. и ей было за 70. And she had with her an American co-worker, a young woman from Oklahoma. И с собой она привела одну женщину, которая также работала в армии спасения. Эта женщина была из штата Оклахома. Then they had a soldier from New Zealand who drove the car from Cairo to where I was. И также с ними был водитель из Новой Зеландии, который вез их на машине из Каира до того места, где я находился. And this lady brigadier marched to the ward where I was lying, И эта женщина подошла к той палатке, к тому отделению, где я лежал, overawed the nurse, и совершенно игнорируя всех медсестер, and got permission for me to go out and sit in the car. и она поговорила с медсестрами и получила разрешение от них, чтобы меня вывести и посадить в эту машину. She didn't ask me if I wanted to. И она даже меня не спрашивала, хотел я этого делать или нет. So there I was sitting in the back of this car with the American lady beside me. И вот я сидел на заднем сиденье этой машины, и со мной рядом сидела американка. And they said, let's pray. И они сказали, давай помолимся. And while they were praying, И пока мы молились, the American lady had a word in an unknown tongue. Had an utterance in an unknown tongue. и когда мы молились, женщина, которая сидела со мной, у нее было и слово на иных языках. And she began to shake. И она начала трястись. And then I began to И shake. тогда я начал трястись. And then everybody in the car began И to потом shake. все, находившиеся в машине, начали трястись. And then the whole car began to И shake. потом вся машина начала трястись. The engine was not running. И мотор не был The включен. car wasn't moving. И машина не ехала. But it was shaking as if it was going over a rough road quite Но fast. было такое впечатление, будто мы неслись на огромной скорости по грунтовой дороге. I knew God was doing this for my benefit. И я знаю, что Бог сотворял это чудо для моей пользы. And I was overawed. И я просто был переисполнен этим. And then this American lady had the interpretation. И потом американка дала также истолкование слова, которое она говорила на языках. Now, my background is from Cambridge, И я from Cambridge University. My background. Я сам окончил Кембриджский университет. And this young lady was from the state of Oklahoma. А эта женщина была из штата Оклахома. And those of you that know Oklahoma, И те из вас, кто имеет представление, что такое штат will Оклахома, know they don't talk in Oklahoma like they talk in Cambridge. тогда вы можете точно сказать, что в Оклахоме говорят совершенно на ином языке, чем в Кембридже. But what impressed me was she was speaking the most perfect classical English. Но что меня поразило, что она говорила на совершенном классическом английском языке. And I never have forgotten part of what she said to me. Я никогда не забыл слова, которые она мне сказала. It was this. Они были следующими. Consider the work of Calvary, Размышляй о том, что произошло на Голгофе. a perfect work,
Совершенное дело. Perfect in every respect, perfect in every aspect. Совершенное во всех отношениях и во всех аспектах. And I knew that was God instructing me. И я знал, что Бог через это слово учил меня. And He was showing me that if I could understand what Jesus did on the cross, И этим самым Бог сказал мне, что если я пойму, что Иисус совершил на it would кресте, supply every need in my life. это даст ответ на все нужды в моей жизни. I got out of that car just as sick as I did when I got in. И я вышел из этой машины таким же больным, каким вошел. But I knew where to look for the answer. Но я знал, в каком направлении мне искать ответ. And when I found the answer, I was healed. И когда я нашел этот ответ, я получил исцеление. But that always stays with my memory. Но это никогда не исчезнет из моей памяти. I think about when this place where they were praying was shaken. И я всегда вспоминаю об этом инциденте, когда я читаю эту главу. I want to tell you, God still shakes places today. И я хочу тебе засвидетельствовать, что Бог также сотрясает помещения, сотрясает различные места и сегодня. Now, with their prayer, they launched 2 weapons. И своей молитвой они запустили 2 снаряда. 2 of the weapons that I've mentioned. 2 снаряда, которыми можно охарактеризовать то, что я говорил. First of all, they quoted the Word of God. Прежде всего, они процитировали Слово Божье. And second, they used the name of Jesus. И второй снаряд — это использование имени Иисуса. Let's read that prayer again. Давай еще раз прочитаем их молитву. Grant to your servants that they may speak with all boldness your word, Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, by stretching out your hand to heal, когда Ты простираешь руку Твою на исцеление. and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Твою руку на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Now, I think that's a good prayer. Я думаю, что это очень хорошая молитва. I'm surprised that Christians so seldom pray it. И я удивляюсь, потому как мало христиан используют принципы, которые есть в этой молитве. Sometimes when we've conducted a healing service, Иногда, когда мы проводим служение исцеления, I tell people, this is a prayer for healing. я говорю людям, это есть молитва для исцеления. Are you willing to pray it with me? Не желаешь ли ты помолиться этой молитвой для исцеления вместе со мной? Now, don't pray it if you don't believe it will be answered. Но я говорю, не молись этой молитвой, если ты не веришь, что получишь But ответ. if you believe it will be answered here today, Но если ты веришь в то, что Бог даст ответ на твою эту молитву сегодня, здесь, then let's pray the prayer together. тогда давай помолимся этой молитвой вместе. And I cannot remember a time when we prayed that prayer Я не могу вспомнить ни одного случая, когда мы молились бы этой молитвой, that God failed to answer. и Бог не ответил бы на эту молитву. He did stretch out his hand to heal. Он действительно всякий раз простирал свою руку, чтобы исцелять. And miracles were done by the name of Jesus. И с именем Иисуса происходили чудеса. Now I want to challenge you, И теперь я хочу призвать тебя, you people here in Central Asia. людей из Средней Азии. Have you got the courage to pray that prayer? Имеете ли вы достаточно смелости, чтобы молиться такой молитвой? And believe it will be answered? И верить, что получите ответ? Yes or no? Да или нет? God. All right. Да, хорошо. So then we're going to pray it. И тогда мы помолимся этой молитвой. Just the way it is in your Bible. Так же, как они молились в Библии. And this starts in verse 29. И начиная с 29 стиха. Well, as a matter of fact, we might begin at the beginning of verse 29. И мы начнем с начала 29 стиха. Because they were being threatened. Потому что там говорится об угрозах. And some of you are being threatened. И многие из вас находятся, напротив многих из вас направлены угрозы. And this is a one way to answer the threats. И это есть один способ, как отвечать на угрозы. Now I'll read this prayer in English. Я прочитаю эту молитву на английском. And you English speakers, you pray it with me, after me. И те, кто говорит на английском, повторяйте за мной. If you believe, it will be answered. Если ты действительно веришь, что получишь ответ. If you don't believe, don't pray. Если не веришь, тогда не молись. And then you Russian speakers, И тогда те, кто говорят на русском, the interpreter will lead you, переводчик будет вести вас в этой молитве, and you are free to pray after him. и вы также можете молиться за ним. But only if you believe. После переводчика, но только если ты веришь, что получишь ответ. All right. If I have any English speakers with me, И если есть кто желает молиться этой молитвой на английском языке, here's the prayer. вот эта молитва. Say it phrase by phrase. И говори ее фразу за фразой. That's right. You might as well stand up. Если хотите, можете встать, на англичане. They say in English, stand up and be counted. Как мы говорим по-английски, встань, и пусть вас посчитают. All right. Now we're going to start. И мы Now, начнем. Lord, look on their threats, and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus.
Now we want one more word. И нам нужно еще одно слово. Amen. Аминь. All right, you may sit down Вы можете садиться and you wait and see what's going to happen. и посмотрим, что произойдет. Now I think all the Russian speakers should stand up. Теперь я думаю, что те из русских, кто говорит на русском языке, могут встать, если ты действительно веришь. If you don't believe, don't stand up. Если не веришь, не вставай. Now you lead them. 29 and 30. Yes. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. So what do you say? That's good. Amen. Аминь. Thank you. You may sit down. Спасибо, и вы можете садиться. I believe that prayer has set in motion something that you're going to see in the next weeks and months. Я верю, что эта молитва положила начало изменениям, результаты которого ты увидишь через, может быть, несколько недель. Anyhow, that was it. That was an example of launching weapons by prayer. Это был пример, как запускать снаряды через молитву. Now the next one is one we've been practicing. И следующий способ, это тот, которым мы уже пользовались. Prokashte. Провозглашение. 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 What was it? Как? Что же это такое было? Tell me. Ну-ка скажите вы мне. All right. Just look at one scripture. Это будет одно место Писания. Matthew 24:14. Матфея 24:14. These are the words of Jesus. Здесь приведены слова Иисуса. And this gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. It says preached. Yeah, but the word is proclaimed. И здесь написано и проповедовано, но слово греческое здесь на самом деле провозглашено. И так мы можем сказать, и провозглашено будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. The word that we've translated proclaim Слово, которое мы перевели провозглашено, in Greek is the word used of a herald. A herald. и слово, которое здесь, слово проповедано или провозглашено, о котором мы здесь говорим, на самом деле используется, когда говорит о глашатаях. In the old days, a king would send a herald out, В старые времена царь посылал глашатаев, and he would make a proclamation of what the king decreed. и он провозглашал, этот глашатай, оглашал волю царя. So it's a word that represents a king's authority. Итак, это слово, которое представляет собой власть царя и волю царя. And this gospel of the kingdom needs to be proclaimed with a king's authority. И Евангелие этого царства должно быть провозглашено и оглашено с властью царя. And the end will not come until we have done this. И конец не придет до тех пор, пока мы не совершим этого. So as you go out proclaiming the gospel of the kingdom in every place, Итак, когда ты будешь идти и продолжать проповедовать Евангелие по всему шару, you are preparing for the return of the Lord. ты тем самым будешь подготавливать возвращение Господа. But proclamation is a tremendously powerful way of launching God's word. Но провозглашение является невероятно мощным способом высвобождения силы Божьей или запуска снарядов в духовном мире. Then the third way of launching our weapons is by praise. И третий способ использования использования нашего оружия есть прославление. Praise. Прославление. Is that right? All right. I'm not trying to correct you, I just want to be sure that you said what I said. That's all. Now in Psalm 100 and verse 4, Псалом 99, стих and it 4 may be Psalm 101 in your и Russian. 5. Oh, yeah. Нумерация другая, сейчас я могу. What does it say there? Make it joyful, no shout to the Lord. Сотворите радостный шум Господу, это где-то. 99.4. No, you're in home. What does it go on?
Да, тот самый, 99:4. Are we there? Мы там? Okay. It says in verse 4, В 4 стихе. enter God's gates with thanksgiving, «Входите во врата Божьи со словословием, and into his courts with и praise. во дворы Его с хвалою. Be thankful to him and bless his name. Славьте Его и благословляйте имя Его». That's very, very important, Это очень-очень важно, because that's the only way into God's presence. потому что это есть единственный путь, как прийти в присутствие Бога. You enter his gates with thanksgiving, Ты входишь в Его врата со словословием, and then you go through his courts with praise. и во дворы Его с хвалою. And that brings you into the presence of God. И это приводит тебя в присутствие Бога. But if you pray without thanksgiving and praise, Но если ты молишься без благодарения и без хвалы, God hears you, Бог слышит тебя, but you're calling from a long way away. но ты призываешь Его с далекого расстояния. Personally, I hardly ever pray without starting with thanksgiving and praise. И лично я сам очень редко молюсь, и не начав свою молитву с прославления и хвалы. Because I know then I've come into the presence of God. Потому что я знаю, что через это я вхожу в присутствие Божье. After all, God is a king, В конце концов, Бог есть царь, and we need to know how to enter the presence of the king. и мы должны знать, как приставать пред лицо царя. Don't begin with your prayer list. И не начинай свою молитву со своим списком вещей, за которые нужно помолиться. Begin with thanksgiving and praise. Начинай свою молитву с прославления и с хвалы. Actually, when you tell God what you need, И на самом деле, когда ты говоришь Богу о своих нуждах, you're only telling him something he knows already. ты всего-навсего говоришь ему то, о чем он уже и так знает. The important thing is not to tell God what you need, И очень важно говорить Богу не то, в чем ты нуждаешься, it's to tell it to him in a way that he will answer. но говорить это так, чтобы получить ответ. And he expects you to come with thanksgiving and praise. Но Бог ждет от тебя, чтобы ты приходил с благодарением и с хвалой. Now in Psalm 149 И в 148-м псалме, and verse 6, 6 стих, probably a different number now. примерно. That's the same presence of God in there. Yeah. 149 стих у нас. All right. Now this is how 149 псалом, 6 стих, извините. God's people should pray. Здесь говорится о том, как народ Божий должен прославлять. And we're going to read verses 6, 7, 8, and 9. И мы 6, 7, 8, 9 стих будем читать. Let the high praises of God be in their mouth and the two-edged sword in their hand. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. What is the two-edged sword? Что это за обоюдоострый меч? That's right. Правильно. All right. Verse 7, to execute vengeance on the nations and punishments on the peoples. 7 стих. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами. We become the instruments of God's judgment on the nations. Народ Божий становится инструментом или орудием исполнения Божьей справедливости и мщения на земле. Verse 8, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. И 8 стих. Заключать царей их в узы, вельмож их в оковы железные. I think that refers primarily to the spiritual rulers over the nation. Я думаю, что в этом стихе в основном говорится о духовных вельможах и о духовных царях. And if we know how to use our weapons, Если мы знаем, как пользоваться нашим оружием, we can bind them with chains, мы можем связывать их цепями, render them incapable of doing anything against us. и тем самым обезоруживая их, чтобы они не могли причинять вреда нам. And then in verse 9, И потом 9 стих. to execute on them the written judgment. И производить над ними написанный суд. We cannot execute any judgment that we think of ourselves, Мы не можем производить над кем-нибудь суд, который мы сами придумали, but we can execute the judgment already written in the Bible. но мы можем исполнять, производить над кем-либо суд, записанный уже в Библии. The judgment is written, Этот суд уже записан. but we are the ones to execute it. Но мы те, которые будут притворять его, And we исполнять. do it with praises, И мы совершаем это через хвалу the two-edged sword of God's word. и через обоюдоострый меч Слова Божьего. And then the verse ends this way, И тогда в конец есть следующий. this honor have all his saints. Честь это всем святым Его. So all God's believing people have the right to do this. Итак, эта честь принадлежит всем верующим. It's one of the ways God honors us. Это так, как Бог почитает нас. But we have to know how to do it. Как Бог дает нам честь и привилегии, но мы должны знать, как пользоваться этой привилегией. It's with the high praises of God in our mouth Это через прославление Бога в наших устах and the two-edged sword in our hand. и через обоюдоострый меч в нашей руке. But you see, praise is the way we launch the weapons. Но обрати внимание, что
прославление является способом использования нашего оружия. We have been doing a lot of this in this conference. И мы очень много делали этого на этой конференции. But you'll do it with more faith when you realize that this is scriptural. Но мы уже совершали это, но ты куда более эффективнее будешь это делать, когда ты поймешь, что об этом говорит Библия, и это библейский способ. Now the fourth way of launching our weapons is by personal testimony. И четвертый способ, каким мы можем использовать вводить в действие наше оружие, это личное свидетельство. In Acts chapter 1 and verse 8, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Jesus said to his apostles, Иисус обращается к своим апостолам. "You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth, including Kazakhstan." И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже края земли, включая Казахстан. So when we receive the Holy Spirit, Поэтому, когда мы принимаем Духа Святого, we receive power. мы принимаем силу. But how do we release that power? Но как мы можем высвобождать эту силу из себя? By being God's witnesses. Это только будучи свидетелями Бога. That's not the same as preaching. И это не то же самое, как проповедь. When you preach, you proclaim the word of God. Когда ты проповедуешь, ты провозглашаешь Слово Божье. But when you testify, you tell what God has done for you. Но когда ты свидетельствуешь, ты говоришь людям о том, что Бог сделал для тебя. And a lot of people who won't listen to preaching И очень многие люди не будут слушать проповеди, will listen to personal testimony. но они будут слушать личные свидетельства. Ruth and I find that with the Jewish people. И особенно мы обнаружили с моей супругой среди еврейского народа. Many times they will not listen to preaching. Очень часто они не хотят слушать проповеди, But if we tell them what God has done in our но lives, если когда мы начинаем им говорить о том, что Бог сделал лично для нас в наших жизнях, they're very interested to listen. это их очень заинтересовывает, они You начинают see, слушать. the Jewish people are a practical people. Ты знаешь, евреи очень практичный народ. They want to know if a thing works. Они хотят знать, будет ли что-либо работать, сработает ли что-либо в их жизни. If it doesn't work, they're not interested. И если это не сработает в их жизни и не будет получаться, то они просто не заинтересованы. But when they hear about something that really works, Но когда они слышат о том, что может помочь им лично, they become very interested. они становятся очень заинтересованы в этом. And Ruth and I have got a number of friends in the Jewish world of business. И мы привели очень многих наших друзей из евреев, бизнесменов. And sometimes they come to visit us in our home. И мы встречаемся с ними очень часто, имеем многих друзей, иногда они приходят к нам домой. So we will offer them tea or coffee or something like И мы that. предлагаем им чай или кофе или что-нибудь в этом роде. And they just go on sitting there. И они сидят там и пьют чай. And we wonder, why don't they get up and go? Why don't they get up and go? Почему нам все интересно, почему же они не встают и не уходят? And then we realize they're waiting for us to tell them what God has done in our И lives. потом мы приходим к заключению, что они ждут, пока мы начнем говорить им о том, что Бог совершил в нашей жизни. I think I'll tell you about one man. This is a little bit different. И я тебе расскажу об одном человеке, с которым чуть-чуть иным образом произошло. And Ruth warns me against telling too many stories. И Руф всегда мне говорит: Дерек, не надо рассказывать так много историй. But I think you'll enjoy this Но я one. думаю, вам понравится эта история. When we built our house in Jerusalem, Когда мы построили наш дом в Иерусалиме, we had a professional engineer to advise us. нам помогал разрабатывать проект профессиональный инженер. And he was a very well-known man in Jerusalem. И в Иерусалиме его знают все. And one day when the house was more or less complete, И пришел день, когда уже строительство более-менее подходило к концу. he came to visit us Он пришел к нам в to гости, see how the house had done. что просто осмотреть строительство. And he said, I'm very busy, I can only stay 10 minutes. И он сказал: у меня очень мало времени, у меня только есть 10 минут для вас. And then he said, oh, I've got such a pain in my back. И он сказал: у меня спина болит. And Ruth said, well, my husband has something for pains in the back. Да, и Руфь сказала: у моего мужа есть средства от боли в спине. So he began to get very И interested. тогда он его очень заинтересовал. And I was very casual, I didn't sound excited. Casual. Он не особо не выказывал своего возбуждения, просто так, между прочим, говорил. So I said, as a matter of fact, I do have something for И that. я тоже самое, также в такой же манере ему отвечал: да, действительно, у меня есть средства от боли в спине. It's a little bit unusual, Это несколько необычный метод, но but if you're interested, если тебя это интересует, you have to sit down in the chair, тогда вот что тебе нужно сделать: сядь в кресло, and then I check your legs. и потом я вытяни ноги, я проверю их. And if your legs are unequal, И если у тебя ноги разной длины, while I'm holding your legs, пока я держу твои ноги, the short leg will grow out.
та нога, которая короче, она вытянется и станет одинакового And then you размера. know that God has touched you. И тогда ты узнаешь, что Бог прикоснулся к And тебе, you just receive your healing. и ты примешь свое исцеление. So he was very, very interested. И так он очень заинтересовался. Sat down in the chair. Сел в это кресло, I checked his legs. и я посмотрел на его ноги, одна действительно была короче It другой. grew out. И она выросла до нормального Kind размера. of amazed. И он был просто, глаза у него были на выкате. Ruth and I were very casual. We didn't say too much. И мы с Руфь очень себя вели так, не особо напряженно. He told us he could only stay 10 minutes, И он сказал нам, что он может остаться только на 10 минут, but he stayed half an hour. но он остался на полчаса. So about a week later he came back, И примерно через неделю он вернулся. and Ruth said, "How's your back?" И Руфь сказала, как у тебя спина? And he said, "It's fine." Он сказал, все в порядке. But then he said, Но потом он сказал, "Do you have anything for shoulders?" а у тебя нет средства от боли в плечах? And I said, "As a matter of fact, I do." Я сказал, о, есть. I said, "If you want it, I'll do it for you." Я сказал, если хочешь, я могу тебе помочь. And I said, "You have to stand up straight Я сказал, тебе нужно очень выпрямиться и встать ровно. and stretch your hands out with the palms to the front, И вот так вот ладонями по направлению ко мне and вытянуть then руки. bring them together right in front of your И nose. потом прямо на уровне своего носа соедини их. And if one arm is shorter than the other, И если одна рука короче другой, it will grow out. тогда она вытянется до нормального размера. Well, it worked. И опять все Now, получилось. it was a hot day. It was a Это hot очень был day. жаркий день. And he had short sleeved shirt on. И у него была рубашка с короткими рукавами. And he looked at the hairs on his arm, И он посмотрел на волосы, которые были на его and they руке. were all standing right И up. они все дыбом стояли. So he said, "What's that?" И он сказал, это еще что же такое? We said, "That's the power of God." Вы сказали, это сила Божья. When he said, "You could have a line of people in the street for this." И он сказал, так вы можете сейчас такую толпу собрать на улице, если начнете делать это. But you see, people want reality. Но о чем я говорю? О том, что люди нуждаются в чем-то реальном. They don't want just religious language. Им не нужен просто религиозный жаргон. Now later, that man told a friend of ours, И позднее этот наш друг этот человек рассказал нашему другу. "I believe Jesus is the Messiah. И он сказал ему, я верю, что Иисус действительно Мессия. He is not born again. И он не рожден свыше. He hasn't had a change of heart, И его сердце не изменилось. but something has happened in his head." Но в его голове что-то произошло. And that's where it usually starts with Jewish people. И с евреями обычно начинается именно так. Now, if you go back to the early church, И если мы вернемся к истории первой церкви, they started as a little despised sect, они начали с какой-то маленькой презренной секты, following a Jewish carpenter которые следовали и верили в еврейского плотника, who had been executed by the Romans, которого распяли римляне, in the middle of one of the largest and most powerful empires the world has ever known. в центре самой мощной и могущественной империи за всю историю Земли. And in less than 300 years, they had conquered that empire. И менее чем за 300 лет они распространились по всей этой империи и победили эту империю. What did they conquer it with? С чем же? Что позволило им одолеть эту империю? Spiritual weapons. Духовное оружие. They didn't form an army. Они не создали They армию, didn't form a political и party. они не организовали политическую They партию, didn't organize protests. и они не ходили на демонстрации They протеста. just used spiritual weapons. Они просто пользовались духовными оружием. And I think in many ways, the most significant weapon was personal testimony. И я верю, что в большинстве случаев самым эффективным духовным оружием являлось личное свидетельство. Because people from every nationality Потому что люди из всех национальностей, любой and национальности, from every level of society, и из любого слоя общества, slaves and people in the court of the emperor, slaves and people, и как рабы, так и люди, которые находились при дворе императора, all were saying one thing. они видели одно и то же, This Jewish carpenter has changed my life. что этот еврейский плотник изменил их жизнь. And the people saw the change in their lives. И люди видели измененные жизни людей. I believe that's probably the most powerful single weapon we all have. И я верю, что это одно из самых могущественных и сильных методов борьбы и оружия, которые мы имеем. But don't testify if your life hasn't been changed. Но не свидетельствуй, если твоя жизнь не изменилась. People need to see it in the way you live. Люди должны видеть в том, как ты живешь. All right. We'll just go over that very И quickly. мы сейчас быстренько пройдемся. We have three main weapons. Еще раз повторим, у нас три основных оружия. The sword of the Holy Spirit, Меч Духа Святого, which is the Word of God, которое есть Слово Божье, the name of Jesus, имя Иисуса and the blood of и Jesus. кровь Иисуса. And there are four main ways of launching that weapon, those weapons. И существует 4 основных способа приведения в действие наших видов вооружений, оружия. Prayer, Молитва,
proclamation, провозглашение, praise, прославление and personal и, testimony. наконец, личное свидетельство. And if you turn to Revelation chapter 12 Если ты откроешь 12 главу книги Откровения, and verse 11, 11 стих, this describes how victory comes. здесь описывается то, как приходит победа. It says they, the believers on earth, overcame him, Satan, Здесь написано, что они, верующие на земле, победили его, дьявола, by the blood of the Lamb кровью Агнца and by the word of their testimony. и словом свидетельства своего. In other words, they testified to what the blood had done for them. Иными словами, они свидетельствовали о том, что кровь Иисуса совершила для них. And in that way, they defeated Satan. И через это они одержали победу над дьяволом. And we could still do the same. И мы и сегодня можем повторять и делать то же Those самое. weapons have never lost their power, Эти оружия нашего воинствования не потеряли свою силу. but we have to learn how to use them. Но мы должны научиться, как пользоваться ими. Now, when we come into spiritual warfare, Когда мы входим в сферу духовной брани, we're going to be attacking extremely powerful beings. мы будем иметь дело и атаковать, нападать на очень сильные существа. Satanic angels, Это ангелы сатаны, who are much more powerful and much cleverer than we are. которые гораздо сильнее и гораздо хитрее, умнее, чем мы. And if we want to be successful Если мы хотим добиться успеха в нашей битве, and to survive, и если мы хотим выжить после этой битвы, we've got to learn the rules of war. мы должны научиться правилам ведения войны. We cannot afford to be like Don Quixote, Мы не можем быть как подобный Дон Кихотам, who went out challenging windmills. который бегал и сражался с мельницами, бросал им вызов. You know that story? Вы знаете эту историю о Дон Кихоте и мельнице? I think there are some Christians are like that. Я думаю, что некоторые верующие напоминают Дон Кихоту. They go out very boldly, Они очень смело выступают, but all they're challenging is windmills. но все их врагами являются ветряные мельницы. That doesn't produce much result. И результатов от этого никаких нету. So I want to give you very quickly some rules that you need to follow И поэтому я хочу привести некоторые правила, которым нам нужно следовать, if you want to survive. если ты хочешь выжить. Proverbs 20 verse 18. 20 глава притчам, притчей 18 стих. Just the last part of the verse Последняя, вторая часть стиха. says, Там говорится. by wise counsel wage war. Is it 18:12? Oh, 20:18. 20:18. Предприятия получают твердость через совещание. So if you're going to wage war, you need wise counsel. И вторая часть этого стиха. И по совещанию веди войну. То есть, если ты ведешь войну, ты нуждаешься в совете или в совещании. So I'm going to give you some words of counsel. Итак, я сейчас дам тебе совет, слова совета. Number one, you need to be under authority, Первое, тебе нужно находиться под властью. not some lone warrior all on your own. Ты не должен быть каким-то воином-одиночкой. In Luke chapter 7 В 7 главе Евангелия от Луки and verse 8, и в 8 стихе Jesus encountered a Roman centurion Иисус встречается с римским центурионом, сотником, who had more faith than all the Jews. который имел больше в себе веры, чем все евреи. And he said to Jesus, all you have to do is speak a word. И он сказал Иисусу: тебе не нужно приходить в мой дом, просто скажи слово. And then he explained why he understood that. И потом он объясняет, почему он это сказал, почему он верит в это. In verse 8 he said this, В 8 стихе он говорит: I also am a man placed under authority, having soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. «Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и он делает». He recognized the authority of Jesus, Этот сотник признал власть и авторитет Иисуса, because he himself had authority in the Roman army. потому что он сам имел власть и подчинение в римской армии. But notice the way he expressed it. Но обрати внимание на то, как он рассказал об этом, сказал. He didn't say, I am a man who has authority, Он не сказал: я человек, у которого есть власть. but I am a man under authority. Он сказал: ибо и я подвластный человек. And that is a very important principle. И это очень важный принцип. If you want to have authority, Если ты хочешь иметь власть, you have to be under ты authority. должен находиться под властью. And don't go into spiritual warfare without being under И authority. не пытайся заниматься духовной бранью до тех пор, пока ты не встанешь под духовную власть. You need to know under whose authority you are. Ты должен отдавать себе отчет в том, под чьей духовной властью ты находишься. Then in 1 Corinthians chapter 12 and verse 18, И 1 Коринфянам 12:18.
Paul says, Здесь Павел говорит, God has set the members, each one of them, in the body, just as he pleased. но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. As a Christian, you are part of a body. Будучи верующим христианином, ты являешься частью тела Христа. And to be successful, you have to find your place in the body. И чтобы иметь успех, ты должен найти свое место в теле. And otherwise, you won't function successfully. Иначе ты не сможешь функционировать успешно. In the West, and especially in America, we are far too individualistic. На Западе, и особенно в Соединенных Штатах, люди стали слишком большими индивидуалистами. But Christianity is not a religion of individualism. Но христианство не является религией индивидуалов, индивидуализма. The church is a body Церковь является телом, that operates together. члены которого взаимодействуют. And each member has to be in the right place and do the right job. И каждый член этого тела должен находиться в правильном месте и делать правильное дело. And before you start into spiritual warfare, make sure you're in your place in the body. И перед тем, как ты замахнешься на духовную сферу, на духовную брань, проверь, находишься ли ты в правильном положении в теле Христа. And then in Ephesians chapter 1, И потом в первой главе Ефесянам, verses 22 and 23, 22-23 стих, Paul says, God has made Jesus head over all things to the church, which is his body. Павел говорит, «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви». The body only has one head, Тело имеет только одну голову, and that is Jesus. и этой главой является Иисус. And it's the privilege of the head to make decisions. И принимать решения, право принимать решения принадлежит голове. And to initiate action. И чтобы начинать какие-либо действия. And that's how the body is supposed to function. И именно таким образом должно функционировать всякое здравое тело. Jesus, the head, is supposed to make the decision Иисус, являясь главой, принимает решение, and initiate the action. и Он начинает какое-либо движение или какое-либо действие тела. We don't make our decisions on our own. И мы не принимаем решения сами в себе. We find out the decisions that Jesus has made and go along with them. Мы узнаем и слышим о решениях, которые принял Иисус, и мы начинаем жить в соответствии с этими решениями. We do not take the initiative out of the hand of Jesus. Мы никогда не перехватываем инициативу из рук Иисуса. That's one of the great sins of the contemporary church. Это является один из величайших грехов современной церкви. People have very little room for Jesus to make the decisions. Люди оставляют, когда дело доходит до принятия решения, люди оставляют очень мало места для Иисуса. But God only blesses what He initiates. Но Бог благословляет только то, что Он сам начинает. If He does not initiate it, it will not be blessed. Если Бог не начинает какое-то дело, Он не благословит это So дело. before you go into spiritual warfare, Итак, перед тем, как войти в мир духовной брани, find out the plans that God has made. выясни сначала о том, какие сделал Бог планы. Don't make your own plans. Не придумывай свои собственные планы. You're not clever enough to make them. У тебя не хватит мудрости, и ты недостаточно умен, чтобы совершать And then in Romans chapter 8, эти планы. И потом в 8 главе послания к римлянам it talks about the place of the Holy Spirit. говорится о том, какую роль играет Святой Дух. And in verse 14 it says this, И в 14 стихе говорится, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. «Ибо все, водимые Духом Божьим, есть сыны Божьи». To become a child of God, you have to be born again of the Spirit of God. Чтобы стать детем Божьим, ты должен родиться свыше, родиться заново от Духа Божьего. But to live as a son of God, you have to be led by the Holy Но Spirit. чтобы жить жизнью, подобающей Сыну Божьему, ты должен быть ведом Духом Святым. And many people who are born of the Spirit and even baptized in the Spirit are not led by the Spirit. Но очень многие люди, которые рождены от Духа и даже крещены Духом, не ведомы Духом Святым. But only those things which are led by the Spirit will succeed. Но успешным будет то мероприятие и то дело, которое направляется Духом Святым. And this applies especially to our prayers. И это особенно относится к нашим молитвам. In verse 26 of that chapter, 26, В 26 стихе той же самой главы, 8, Paul says this, Павел говорит, Likewise, the Holy Spirit also helps in our weaknesses. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, For we do not know what we should pray for as we ought. ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». There are two things we don't know. Мы не знаем две вещи. What to pray for Первое, о чем молиться, and how to pray for и it. о том, как молиться об этом. And the only one who can show us that is the Holy Spirit. И единственный, кто может показать нам, открыть нам эти две вещи, является Дух Святой. And so Paul ends that verse. Итак, Павел заканчивает этот стих. Though the Spirit himself makes intercession with groanings which cannot be uttered. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». The only intercession which is effective is that which is made by the Holy Spirit.
ходатайственная молитва эффективна только тогда, когда она направляется Святым Духом. but He makes it through us. Но Он совершает, Дух Святой совершает ходатайство через нас. But if it is without the Holy Spirit, it will be Но ineffective. если твоя ходатайственная молитва не ведомая и не направляемая Духом Святым, она не будет иметь никаких результатов. And then in Matthew 18, И потом в 18 главе Матфея, verses 19 and 20, 19 и 20 стих, Jesus gives us another principle. Иисус дает нам еще один принцип молитвы. Verse 19. 19 стих, 18 глава Матфея. Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. When people pray together, it is important that they agree. Очень важно, когда люди молятся вместе, очень важно, чтобы они соглашались, о чем молиться. And in Greek, that is a musical term. И греческий язык использует, в этом месте используется греческое слово, которое является музыкальным термином. That they have to be in harmony. А эти люди должны быть, как бы можно перевести, в гармонии. Take an example of an orchestra Например, взять в пример оркестр, that consists of many instruments. который состоит из многих инструментов. The only way that they can produce music is to be in agreement. Условием того, что они могут творить и играть хорошую музыку, является согласие между музыкантами. And for that thing, they need two things. И для того, чтобы достичь гармонии, достичь согласия, они нуждаются в двух They need a musical score, вещах. Прежде всего, они нуждаются в нотах, and they need a conductor. и они нуждаются в дирижере. And it's the conductor that brings them together on the score. И именно дирижер синхронизирует, что ли, заставляет их играть, помогает им играть в одном ключе. And for us, when we pray, И когда мы молимся, the score is the will of God revealed. для нас в этом примере ноты — это есть открытая нам воля Божья. And who is the conductor? И кто является дирижером? The Holy Spirit. Дух Святой. And He is the only one who can bring us together with the score. И только Дух Святой может нас ввести всех в гармонию, согласие в соответствии с нотами. And if we pray out of disharmony, our prayers are useless. Но если мы молимся в дисгармонии, тогда наши молитвы не бестолковы. And how many of you know harmony is not always easy to achieve? И многие из вас, наверное, знают, что гармонии очень подчас сложно достичь. Who are the most obvious two people that should pray in harmony? Кем, на ваш взгляд, являются лучшим примером двоих людей, которые должны молиться всегда в гармонии? Husband and wife. Муж и жена. But how many husbands and wives really do pray in harmony? Но другой вопрос, во скольких существует ли много семей, в которых муж и жена действительно всегда молятся в гармонии? You have to admit harmony is not always easy to achieve. Ты должен понять, что гармонии не так-то легко всегда достичь. Pride and selfishness often hinder harmony. Гордость и самолюбие и эгоизм очень часто мешают достижению гармонии. And they hinder the answer to our prayers. И они также мешают ответам на молитву. All right, the next principle I've already dealt with. И следующий принцип, с которым я уже имел дело, How to come into God's presence. это то, как входить в присутствие Бога. We enter His gates with what? Мы входим в Его врата с чем? No, get it right. We enter His gates with... It's messed up in the It's messed up in the translation. That's В it. переводе там с благодарением вообще-то там стоит. We enter His gates with thanksgiving. We pass through His courts with praise. Мы входим в Его врата с благодарением или со славословием благодарения и во дворы Его с хвалой. So that's the way into the presence of God. И это есть путь в присутствие Божье. If you don't come with thanksgiving and praise, Если ты не приходишь с хвалой и благодарением, you can be like the 10 lepers. ты будешь как те 10 прокаженных, You can call out to God for mercy, которые призвали Бога, призвали к Божьей милости, but you're calling from a long way away. но они призывали с далекого расстояния. The only way into God's presence is with thanksgiving and praise. Единственный путь в присутствие Божье — это через благодарение, славословие и хвалу. And then another thing we need to do is cultivate humility. И второе, еще один момент, о котором нам нужно всегда помнить, это то, что мы должны развивать в себе смирение. In 1 Peter chapter 5, 1 Петра, 5 глава, Peter says Петр говорит, in verse 5, the last part of it, во второй части 5 стиха, God resists the proud but gives grace to the humble. Бог противостоит гордым, но дает милость смиренным. If God is resisting your prayer, Если Бог противостоит твоей молитве, He's much stronger than you are.
тогда не забывай о том, что Он гораздо сильнее, чем You ты. cannot force your way into His presence if He's resisting you. Ты, если Бог противится твоим молитвам, ты не можешь ворваться в присутствие Божье и игнорировать. And God resists the proud. И Бог гордым противится. So Peter goes on, Итак, Петр продолжает и говорит: therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. And remember, it's we who have to humble ourselves. И помни, что мы должны смирять себя. Don't pray to God, make me humble. Не молись Богу такой молитвой: Бог, дай мне смирение, сделай меня смиренным. That is not a scriptural prayer. Такая молитва не будет библейской молитвой. The Bible says, humble yourself. Библия говорит: смирись сам. Humility is not an emotion. И смирение не является эмоциональным You don't чувством. have to feel humble. Тебе не нужно чувствовать себя смиренным. You have to will humble. Ты должен хотеть в своей воле, иметь желание быть You смиренным. have to make a decision to humble yourself before God. Ты должен принять решение смириться пред Богом. And finally, И, наконец, there are many patterns in the Old Testament for how to pray в Ветхом Завете очень много примеров правильных молитв. and how to conduct spiritual warfare. О том, как молиться и о том, как вести духовную брань. And I've given you in the outline 4 different examples from the Old Testament. И в программе приведены 4 примера из Ветхого Завета. I'll just mention Jehoshaphat for one moment. Я только упомянул пример Иосафата. He was the king of Judah, Он был царем Иудеи, and a very large army was coming against him. и против него выступала, на войну с ним выступала очень крупная армия. And he knew he didn't have the force to beat that army. И он знал, что у него не хватало сил, чтобы дать отпор этой армии. So he called all God's people together И тогда он собрал весь народ Божий, to humble themselves with prayer and fasting. чтобы они смирились пред Богом через молитву и пост. That's an important way to begin. Это очень важное, правильное начало. And while they were praying and fasting, И пока они молились и постились, a Levite had a prophecy. Левит имел пророчество. And God said to them, И Бог сказал через этого you левита: won't need to fight in this battle. вам не нужно будет вести эту битву, I'll fight for you. я буду сражаться за вас. You just go out by a certain route against the enemy. Вам просто нужно определенным образом подойти к врагу. Well, Jehoshaphat did something very unusual. И Иосафат сделал что-то очень необычное. He put the choir in front of the army. Он поставил группу прославления или хор впереди воинов. And the people who led the army were singing and praising the Lord. И люди, которые шли впереди войска, пели и прославляли Бога. That's not the normal way to fight a battle. И это не является распространенным методом ведения битвы. Furthermore, they did it in faith. Больше того, они сделали это по вере. Nothing had changed in the military situation. В тот самый момент ничего не изменилось. But it says when they prayed and praised the Lord, Но написано, что когда они молились и прославляли Бога, the Lord set ambushes against their enemy. Господь устроил засады против врагов. And their enemy rose up against themselves. И таким образом враг начал драться друг с другом. Враги начали драться друг с And другом. all killed one another. И все перебили друг друга. And when they got to the battlefield, И когда они подошли к месту битвы, all they found was dead bodies. все, что они увидели, это были трупы врагов. That's a remarkable demonstration of the power of praise, isn't it? Это замечательная демонстрация силы, которая содержится в нашей хвале. Now that happened in a period when God's people usually used physical weapons. И это произошло в тот период в истории Божьего народа, когда они в основном сражались физическим оружием, мечами и так далее. But we live in a period when God doesn't ask us to use physical Но weapons. мы живем в такое время, когда Бог не призывает нас браться за оружие, за How физическое much more оружие. powerful will our praises be in this period? Тогда куда сильнее будут наши молитвы в это время. All right, I've given you my principles. Итак, я дал вам мои принципы. To close, I want to go back to Revelation chapter 12. И чтобы закончить, я вернусь к 12 главе Откровения. And I want to read verse 9. Я прочитаю 9 стих. This is all part of this spiritual warfare. Все это является частью духовной брани. Verse 9. 9 стих. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». And then in verse 11 it says about the believers on earth, И потом в 11 стихе говорится о верующих на земле. they overcame him, Satan, Они победили его, то есть сатану, by the blood of the Lamb and the word of their testimony. кровью агнца и словом свидетельства своего. Notice that the believers on earth had a major part in the defeat of Satan. Обратите внимание, что верующие на земле принимали самое активное, если не самое важное участие в поражении дьявола, в победе над дьяволом.
And we read in 2 Corinthians chapter 10 И в 10 главе 2 послания Коринфянам мы прочитали that God has given us spiritual weapons о том, что Бог дал нам духовное оружие, that can cast down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. которые могут неспровергать всякое превозношение над познанием Божьим. I suggest to you that Revelation chapter 12 is the fulfillment of that. И я утверждаю, что 12 глава Откровения является исполнением и завершением этого места Писания. The believers on earth with their spiritual weapons Верующие на земле со своими духовными оружиями that will eventually bring down Satan's kingdom in the heavens. являются теми самыми, кто в конце концов низвергнет сатану из поднебесья, со второго неба. So let's remember one thing. Поэтому давайте не будем забывать о том, Satan may rage and roar, что дьявол может бесноваться, бегать и кричать громко, but really he's very afraid of us. но на самом-то деле он боится нас. He's very afraid we'll learn to use the weapons И особенно он боится нас тогда, когда мы научаемся пользоваться нашим оружием. and put an end to his rule in the heavens. И когда мы положим конец его царствованию в поднебесье. For me, that is something worth aiming at. Worth aiming at. И для меня это достойная цель. Ради этого стоит побороться. That makes prayer exciting. И это дает восторг в нашей молитве. It's not just an activity for a few old ladies. Это не просто, что когда молитва, если ты знаешь об этом, ты начинаешь понимать, что молитва не является жизнедеятельностью нескольких женщин. God bless the old ladies. Бог благословит этих старушек. But this is for men and women of faith and power. Но молитва – это занятие для мужей и жен Божьих, для сильных мужей. It's the high calling of the true church. Это есть высокое призвание истинной церкви. Now I've finished what I have to say. И я уже закончил то, что хотел вам сказать. You've been very patient in listening to me. И вы очень терпеливо слушали меня. I want to thank God for the two wonderful interpreters I've had. И теперь я хочу поблагодарить Бога за двух прекрасных переводчиков, которые помогали мне. The best I can say about them is this. The best I can say about it is this. Самое лучшее, что я могу сказать об этом, следующее. I forgot I had an interpreter. Лучшая рекомендация переводчику это будет следующее. Я забыл, что у меня есть переводчик. Amen. God bless you. Аминь. Благослови вас Бог.